Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ellezî vehabene alel kibberi İsmail'e ve İshak'a Rabbena temeddevam. В селе Улусала почтили память местных жителей, сожженных заживо немцами в декабре 1943 года. Так жестоко захватчики расправились с мирными жителями сел Улусала, Авджикой, Стиля за помощь партизанам. Мой отец этого села на начало войны, здесь ему было 14 лет. Мать его умерла до войны, а отец был на фронте. До войны он был председателем этого села, Синапное Улусала. Моему отцу тогда было 14 лет, и он со своим другом Нуридином Османовым, они спускались с горы, приносили информацию для партизан, а также они сигареты просили, соль, там все. А у моего отца, матери мать, Ашире Битайка и Эмир Сале, они жили вот тут, вот в этом доме, где сейчас новый большой красивый дом построился. И они помогали продуктами, хлеб, все прочее. И вот за всю эту помощь, что они оказывали партизанам, немцы, их 215 человек, жители этой селе, это несколько жителей было Авдикой, Коуш, согнали, вот тут вот был дом Монтар-Сетмира, они согнали, обвязали их железной проволокой, облили бензином и сожгли. Халқын тірілей яққанлар. Тауға ештілерген халқларын бақырғанлары. Үйлерінден шығып боламаған қартлар, прям үйін içinden яққанлар. Bütün koyun bir daneyi kaldırmay hepsini yakkanlar. Onlar ketken son, partizanlar düşken son yerge koyun yolun chetinde o kişinin mayları su akkandayın keteyken. Partizanlar başlasa kim kalgan eken, ne kalgan eken dep senekten o kemiklerini çıkarmağa 26-28 tanesini tanıp bolganlar. Именно те, которые были с краю, они просто задохнулись, не успели полностью сгореть. А те, которые в середине, они полностью сгорели. Здесь росло большое дерево. Была уже готовая вырытая яма. Похоронены 22 немца, которых убили партизаны во время стычки. И немцы временно похоронили ее, потом они выкопали своих солдат и отправили на родину. А вместо этой пустой ямы партизаны быстро на носилках принесли и похоронили. Выжить удалось лишь тем, кто сумел сбежать в лес, но и там пришлось бороться за выживание. Anam mında doğuldu 25. senede. Koyga kirgenden где-то 3-4 evde. Aytkan aklımda что Selbi tereye bar ediler balaban kuyunun yanında. Çıktı cedik. Bu arada 6 bala babası indi Ulgi'de de 43. senede dağlara kaçıp 4 ay dağın içinde oturdu. Atikede her akşam kuyuya kaçıp bir şeyler yangan soyun getirdi. 4 yaşta, 5 yaşta kardeşlerinden vardı. 13 yaşında. Anan en büyüğüydü. 18 yaşında. Limseler 3. ablavda onların tuttular. Alıp gittiler na rastrel. Mirni'den köyge, Simferopol'de. Anda babam bir çukur, bir sıra dizdiler. Atmak için son birbirine gelgen akıllarına alıp gittiler. Gene de Simferopol'ge, Paratxot'a. Birincisini patapit ettiler. Bunlar ikincisindeydi. Ulen etip tam Germanya alıp gittiler. Jen bitti, son gene de poyuzlarga etip yüklep Фергана alıp gittiler. Ulardan даже Крымга getirmediler. Не успев оправиться от ужасов войны, жители столкнулись с новой бедой. В мае 1944 года всех крымских татар выселили из Крыма. Только спустя полвека они смогли вернуться на родную землю, чтобы строить свою жизнь здесь заново, не забывая трагедий прошлого. В 1993 году на этом месте в память жертв трагедии Улусала выходцами из села был установлен памятник. Рядом установлена плита, куда нанесли имена жертв, чьи тела были опознаны. Каждый год выходцы из этих сел собираются здесь, чтобы помолиться за погибших и умерших. Активисты собрали воспоминания уроженцев Улусала и готовят к изданию книгу об истории села.